Это не дует точно. Ни у его родственников, ни у его адвоката. Значит, сегодня, в общем, две темы. Одна из этих тем – приговор Ильме Умерову. В сущности, он осужден за выступление по радио, в котором назвал вещи своими именами, то есть Крым назвал оккупированным, оккупантов назвал оккупантами и сказал, что для крымских татар желательно и их целью является возвращение украинской юрисдикции на территории Крыма. Господа, кто возьмет плакат по Умерову? Давай, я например. Давай. Хорошо. И вторая тема – это тот беспрецедентный, в общем-то, случай массовых задержаний за одиночные пикеты, которые стали ответом крымских татар на всей территории Крыма на задержание 6 человек, еще 6 человек по так называемому делу Хизб-ут-Тахрир. Это не первая волна задержаний по этому делу. Предыдущие, по которым уже вынесено обвинительное заключение, по которым люди уже получили реальные сроки, свидетельствуют о том, что дела полностью сфальсифицированы, никакого терроризма в Крыму со стороны крымских татар нет, доказательств нет, но тем не менее есть отчетливое желание пропаганды использовать вот этот старый тренд исламского терроризма, применительно на сей раз к Крыму и к борьбе крымских татар за восстановление именно украинской государственности на территории Крыма, при которой они имеют шанс на честную автономию, на соблюдение своих прав, на уважение к себе как к нации. Ну, всегда крымские татары боролись за свои права мирными средствами, легитимными средствами, и, скажем так, достойными средствами. И когда оккупанты пришли в Крым и начали там педалировать тему исламских террористов, это вызывает смех. Представляете, пришли террористы, захватили чужую землю, и мирных людей пытаются там обозвать террористами. Это уже глупость. У крымско-татарского национального движения богатая история, но она всегда мирная, она всегда корректная, она всегда не задевает ничьих интересов, я имею в виду окружающих народов, людей, которые живут рядом. И это такая вот визитная карточка крымских татар. И никогда не получится у русских, у Путина, у Кремля облить нас грязью. Вот как-то так, я скажу. Пусть не стараются даже. Ничего не выйдет.